В эфире новости в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Награда нашла своего героя. В столице чествовали человека, спасшего детей. Поговорить лично с каждым. Глава Ленска провел прием граждан. Расскажем, о чем говорили. Чисто там, где не мусорят. В Алданском районе продолжается санитарная очистка территорий. Журналист, автограф и автор редких снимков, которого знает вся республика. Расскажем о человеке труда из Нерюнгри. Боинг. Уже в конце этой недели зрители ждет новый спектакль. Расскажем подробнее далее. В середине марта прошли трехдневные выборы президента Российской Федерации. В результате победил действующий глава государства Владимир Путин. За него отдали голоса 87,28% избирателей. По традиции 7 мая пройдет инаугурация президента. В этот день он официально вступит в должность и будет занимать пост до 2030 года. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в 2024 году в церемонии инаугурации будут присутствовать небольшие нюансы. С 2000 года торжественная церемония проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. О гостях на этот год пока неизвестно, но в 2018 году на торжественное мероприятие было приглашено около 5000 человек. Кабмин продлил действие меры по выплатам многодетным семьям на погашение ипотеки. Семьи с 3 и более детьми могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. По поручению президента правительства продлило действие этой меры еще на 7 лет. Льготу смогут получить семьи, в которых третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям получить помощь государства для приобретения жилья. В прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат. Теперь мы продлеваем такую меру еще на 7 лет. Для тех, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Это поможет родителям воспользоваться помощью государства для приобретения жилья. Подарок ко Дню Победы. Бойцы специальной военной операции из Якутии получат продуктовые наборы из местной продукции к 9 мая. Подарки уже направлены из республики в зону проведения спецоперации. Опорные пункты завершат доставки в войсковые части. Кроме этого, оперативным штабом непрерывно осуществляется обмундирование отпускников, прибывающих в республику. А также направлена очередная гуманитарная помощь от предприятий и учреждений. На сегодня в пути находятся 4 единицы техники для военнослужащих в зону СВО. Оперативный штаб выражает большую благодарность населению, общественным организациям, предприятиям, учреждениям, муниципальным образованиям за оказываемую поддержку военнослужащим, задействованным в специальной военной операции. Благодарность авиакомпании «Якутия» в оказании безвозмездной перевозки гуманитарных грузов. Мероприятия по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением участников специальной военной операции продолжаются. В Якутии продолжается поддержка членов семей участников СВО. Так, на сегодняшний день 32 семьи воспользовались правом на перевод в приближенные к месту жительства детские сады, а детей из 2 семей в первоочередном порядке зачислили в группы круглосуточного пребывания дошкольных образовательных учреждений. Кроме этого, начиная с этого года дети бойцов будут получать бесплатные путевки в лагеря, располагающиеся за пределами республики. Таким правом обладают дети военнослужащих от 6 месяцев до 18 лет. Сегодня наградили мужчину, спасшего 2 тонущих детей. Напомню, 21 апреля в Якутске произошел инцидент на тонком льду, в ходе которого чуть не утонули 2 мальчишек. Недалеко от места происшествия оказался работник Института водного транспорта Хасан Авгонов, который спас их. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Так наступил, сам провалился. И я себе на лед бросил так животом. Первый тут был, он... в воде он, видимо, старший из них был, он, видимо, хотел спасти его. И сам уже тоже. Потом я его за руку, я говорю, иди туда на берег. Смотрю, тот уже ушел под водой. Хасан Авгонов почти никогда не упускает возможности порыбачить. В тот день он, как всегда, пришел рыбачить на свое излюбленное место на берегу залива Тес. Я следа вот туда головой. Я его вот так поднял, на лед бросил. Сам на лед и быстренько его вверх ногами вот так. Он вообще без сознания был.
Трое мальчиков играли рядом, на берегу, примерно на расстоянии 100 метров от Хасана. А вдруг льдина под ногами двух из них проломилась, и они ушли под воду. Мужчина незамедлительно кинулся на помощь детям, 2 раза нырнув в воду. Вон где этот камыши, я до туда бегал, я куртку свой снял, выбросил там. Потом этого ребенка на куртку ложил и нагнулся, вот так делал его. Ну, кашлял, маленько воды выскочила и начал плакать. Я его обнял так, я говорю, не плачь, не плачь, не плачь. Ну, ребенок испугался, просто я его успокоил. Сразу после спасения детей отнесли к вечному огню на площади Победы, чтобы отогреть их до приезда скорой помощи. Неравнодушные прохожие также помогли, предложив теплую и сухую одежду. По итогу ребята слегка замерзли и отделались легким испугом. Это залив ТЭЦ, да, там каждый год происходят такие несчастные случаи. Но в этом случае, да вот сейчас произошедшее в это воскресенье, на лед вышли двое детей несовершеннолетних, ну, начальных классов. И это в чем это? Они не должны были выйти на лед, потому что об этом должны заниматься в первую очередь родители и школа. Управление образования по всем школам уже отправило приказ, чтобы школы занимались весенний лед. Весенний лед и это купание в воде. В связи с повышением температуры в Якутии проводится месячник по безопасности на водных объектах. Инспекторы центра ДИМС также проводят профилактические мероприятия вблизи водных объектов. Лед становится неоднородным, ломким, по нему передвигаться запрещено. Также надо обращать на выставленные знаки. Если имеется знак выход-выезд на лед запрещен, то ни в коем случае не выходим. Ну, еще раз повторюсь, в группу риска у нас входят дети в первую очередь, ну и также рыбаки-любители. За проявленную храбрость, спасение тонущих детей на льду, Хасану Авгонову были вручены благодарственные письма, премия от института и медаль за спасение утопающих, врученную Всероссийским обществом спасания на водах. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. Более 100 тысяч георгиевских ленточек раздадут волонтеры ко Дню Победы в Якутии. Сегодня в регионе наравне со всей страной стартовала традиционная всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Как отметил глава республики Айсен Николаев, носить символ в виде ленты накануне Великого Дня Победы стало доброй традицией. В этом проявляется патриотический порыв россиян. Значение акции особенно велико сейчас, когда пытаются нивелировать роль России в победе над фашизмом. В столице черно-оранжевые ленты будут раздавать с 16 до 19 часов на главных площадях столицы, а в районах, в общественных местах, скверах, площадках. Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая. Сегодня мы принимаем участие во всероссийской акции «Георгиевская лента» и раздаем, несмотря даже на погодные условия, что идет дождь. Мы поздравляем людей с приближающимися майскими праздниками, а также дарим им символ победы, символ подвига нашего народа и славы наших солдат, которые победили фашизм. Глава Якутии Айсен Николаев и президент Алроса Павел Маринычев отметил совпадение позиций по ключевым вопросам. В Мирном состоялся форум «Хозактив-2024». Участники мероприятия подвели итоги работы компании за прошлый год, обсудили планы на будущее и наградили лучших работников. Подробнее смотрите далее. Алрос остается важным социальным партнером республики. Только за 2023 год на благотворительную и спонсорскую деятельность компания направила более 7 миллиардов рублей. Как отметил глава республики, каждый 5-й рубль доходов в бюджет республики поступает за счет Алроса. Особо отмечу, что в прошлом году поступили рекордные отчисления в бюджет Республики Саха-Якутия, бюджеты районов республики. Сегодня свыше 30% консолидированного нашего бюджета по собственным доходам. Это как раз средства, поступающие от компании «Алрос». Алроса действительно столкнулась с серьезными санкционными ограничениями, начиная от логистических проблем и ухода целого ряда иностранных поставщиков горной техники с российского рынка. Но незаменимых нет в условиях ограничений. Промышленность всей страны перерассмотрела и находит новые выходы из ситуации. Сейчас компания меняет свой подход к технологии. Часть горной техники уже предлагают компании отечественного машиностроения, а также дружественные страны. Этот процесс не безболезненный, он достаточно тяжелый.
Почему? Потому что, как и мировые производители, с которыми мы всегда работали, мы проходим путь адаптации. Нам ровно тот же самый путь нужно пройти с отечественными производителями и с производителями из дружественных стран, чем мы, собственно говоря, сейчас занимаемся. Во время форума глава Якутии отметил, что в этом году закончится строительство аэропорта и первый этап реконструкции порта в Полярном. Откроется переезд через реку Чоналыр. Мирный получит статус территории развития местного производства. Сейчас уже разрабатываются проекты по производству полуфабрикатов и готовой продукции из местного сырья. В городах и районах республики за счет средств Алроса построены и строятся школы и больницы, культурные и спортивные объекты, жилье, дороги, аэропорты, объекты коммунального хозяйства. В ходе посещения строительных площадок особое внимание уделили качеству и срокам возведения очень важных для социальной жизни района объектов. При этом хочу отметить, что также мы смотрели и объекты, связанные со здравоохранением. Рад, что план по переоснащению, по капитальному ремонту объектов здравоохранения Мирнинского района в целом. И здесь, в Мирном, он уже практически согласован, утвержден. Работы уже в этом году начнутся. За любыми достижениями компании стоит труд огромного коллектива. Алроса – это прежде всего люди, объединенные единой целью. Сегодня лучшими из лучших были вручены корпоративные и республиканские награды. Также глава Якутии Айсей Николаев сообщил, что указом президента России отважному воину, сотруднику Алроса Николаю Евдокимову присвоена высшая награда страны – звание Героя России. Анна Васильева, Мирный. Прямая линия с главой Якутии Айсеном Николаевым состоится уже завтра, 25 апреля, накануне Дня Республики. Трансляции эфиров начнутся в 19 часов по якутскому времени. В прямом эфире Илдархан ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы, выскажет мнение о стратегических направлениях и новых задачах по развитию Якутии. Трансляция эфира состоится на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Россия-24, Радио Ктетым, Радио России, Виктория Саха, СТВ Радио и в социальных сетях главы Якутии. Колл-центр по приему вопросов от населения работает по 25 апреля. Граждане могут задать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 707 43 33 с 9 до 18 часов в рабочие дни. Среднеколымский район принял эстафету огня 6-х игр «Дети Азии». Символ соревнований прибыл в сопровождении хранителей огня, где его встретили жители Среднеколымска. Первым эстафету огня 6-х игр «Дети Азии» принял заместитель главы района Петр Антипин по улицам города. Огонь пронесли молодые спортсмены, учащиеся школ, учителя, тренеры и активисты физкультурного движения Среднеколымского района. Из Среднеколымска огонь 6-х игр отправился в Верхнеколымский район. В Алданском районе продолжается санитарная очистка территорий. Мероприятия по наведению порядка запланированы на 3 месяца. Однако свои правила диктует погода. Как выполняются запланированные задачи, узнали наши корреспонденты. В первый день весны в Алданском районе стартовал традиционный санитарный трехмесячник. Уборка снега, вывоз мусора, расчистка дорог и водосточных канав. Задач, которые следует выполнить, немало. Между тем, в Южной Якутии саночистка, как правило, занимает более длительный период, чем запланировано. Свои правила диктует погода. Наши климатические условия нам не позволяют проводить полноценно этот трехмесячник. Первый месяц мы, как правило, убираем снег, который в избытке постилает территорию нашего района и не дает докопаться до мусора. Поддержание чистоты на прилегающей к предприятию территории – дело не просто добровольное, но обязательное. С тех, кто на грязь и мусор не обращает внимания, спрос особый. Если руководители не горят желанием проводить уборку, состоянием площадей заинтересуются представители контролирующих органов. Они могут быть привлечены к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ. Это несанкционированные места складирования мусора и так далее. Либо по статье 6.35, часть 1 КоАП РФ. Это когда нарушаются требования к условиям хранения, содержания площадок для временного накопления отходов.
ну и так далее. В последний месяц весны, когда сойдет снег и подсохнут дороги, начнутся массовые субботники. Поддержание порядка на своих территориях и трудовые коллективы и жители считают делом чести. Далее необходимо будет проводить аккредитационные обработки территории, так как Алданский район признан эндемичным по клещевому энцефалиту, и территория населенных мест, в том числе места массового скопления людей, должны быть обработаны против клеща. С наступлением лета продолжится реализация программы благоустройства. Кроме того, повсеместно начнутся мероприятия по озеленению территорий. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Глава Ленска провел личный прием граждан. Именно такой формат общения власти с населением позволяет максимально оперативно реагировать на обращения жителей. На вопросы жителей Ленска также отвечали руководители отдела ЖКХ и переселения. 15 человек обратились к главе, у каждого был вопрос по отдельной проблемной теме. Смотрите далее. Практически всех пришедших в этот день на прием волновал один и тот же вопрос – жилищный. Так Ольга Якоби обратилась с проблемой протечки крыши. Женщина в 2016 году получила квартиру в новом трехэтажном доме по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. 2 года жила спокойно, но потом начался настоящий кошмар. Проблема у меня уже 6 лет длится, у меня течет крыша. Сначала она маленько бежала, потом все больше и больше. Покрывают они резиной какой-то, резина не помогает. Женщина не единожды обращалась в управляющую компанию и приходила на прием к главе. Признается, что меры принимаются, но они не помогают. Сегодня Ольга боится за жизнь своей дочери и внука, который проживает в ее квартире. Из-за потопа замыкает проводка, на стенах появилась плесень. Из-за постоянной влажности внук болеет. Ольга просит предоставить ей маневренное жилье, пока вопрос с ремонтом крыши не решится. На следующей неделе мы проведем совещание. Управляющая компания нам предоставит акт осмотра специализированной организации кровли, где есть решение, предложение этой специализированной организации. Будем разбираться, это строительный брак, либо же это те проблемы, которые появились в процессе эксплуатации кровли. Александр Борисов попросил главу предоставить ему жилье. Мужчина многодетный отец, у него 7 детей. Собственного жилья у него никогда не было. Приехал в Ленск с семьей в прошлом году. На данный момент живет в квартире знакомых. Жилья, куда переезжать, и с таким количеством семьи у нас 9 членов семьи получается. А снимать жилье здесь как минимум 3-комнатная квартира, это не меньше, чем 50 тысяч. Многие попросили улучшения жилищных условий ранее, чем оно предусмотрено программой переселения из аварийного и ветхого жилья. Кто-то просил предоставить маневренное жилье, кто-то дополнительное. А новоселы жаловались на качество новых квартир. Ситуации разные и стараемся индивидуально подходить. Не всем получается помочь, к сожалению, но стараемся все-таки варианты подыскивать, потому что обращаются льготные категории. Вот обратилась женщина с сыном, инвалидом, тоже уже не первый раз на прием, многодетные семьи обращаются. Много, конечно, разных таких тонкостей, нюансов. Стараемся индивидуально подходить, при необходимости проводить совещания отдельные. Многим прямо на месте предлагались варианты других квартир, но почему-то все отказывались. Но на Фурманова я в основном не пойду. Из болота в болото лезть я не буду. Также в адрес главы поступил вопрос от предпринимателя. Он попросил Анатолия Макушева о выделении земельного участка под развитие бизнеса. Несколько вопросов поступило по правилам благоустройства и правильному содержанию домашнего скота в частном секторе. Тоже на следующей неделе мы будем по этому поводу собираться с административной комиссией. Также на следующей неделе планирую выехать на Звездный. Было обращение от жителей по отсыпке дороги, по освещению. На все обращения были даны разъяснения, а каждый вопрос был взят на личный контроль главы города. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Продвинутый и грамотный. В Якутске состоялся региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. В личных соревнованиях участники выполняли задания из 3 туров. Работали в поисковой системе Яндекс, демонстрировали умелое пользование смартфоном и грамотностью в цифровой сфере. Самому старшему участнику соревнований 78 лет. Несмотря на возраст, каждый из них считает, что без цифровых знаний в современном мире не обойтись. Кто-то самостоятельно осваивает цифровые технологии, кто-то посещает бесплатные компьютерные курсы школы 3-го возраста. В современном мире каждому человеку нужно хотя бы знать основу компьютерной грамотности, как отправить, допустим, файл через электронную почту, записываться к врачу, сделать запрос, допустим, в интернете, основные базовые знания по офис-программам, как Word, Excel, PowerPoint и так далее. Вот как раз в наших курсах познакомиться с этими программами.
Победители регионального этапа чемпионата примут участие в 14-м Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который состоится летом в Москве в дистанционном формате. До премии «Человек труда-2024» остается несколько дней. Накануне этого события вспоминаем лауреатов прошлого года. Знаменитый нюрнбергец Юрий Коковкин в прошлом году удостоен этого высокого звания. Журналиста, фотографа, автора редких снимков знает вся республика. Его фотографии являются брендом Южной Якутии. Подробности в материале Екатерины Павловой. 66-летний нюрнбергец Юрий Коковин – эталон человека труда. Он предан своей профессии и родному краю. Трудовая книжка заведена в 14 лет. Общий стаж работы – 53 года. Я был один из самых первых машинистов на тепловозе. Потом вот и, по сути дела, за всю жизнь я с места на место не прыгал. А теперь вот уже более 30 лет работаю журналистом в газете «Индустрия Севера». Работа Юрия Николаевича в книгах и буклетах, на стендах и плакатах, на праздничных трибунах и музейных выставках. Он неоднократный лауреат различных творческих конкурсов, внештатный автор периодических изданий и фотоальбомов, прославляющих природу родного края, его людей, культуру и образ жизни. Это наш старейший работник редакции сегодня, наш ветеран, наш учитель и, конечно же, наш наставник. И он наша гордость. Он трудится круглосуточно и в отпуске, и на выходных. График, конечно же, как у всех журналистов, у него не нормированный. В нашей газете он и корреспондент, и фотограф, и снимает интересные видео, зарисовки. У него есть своя рубрика «Лесная газета», и мы точно знаем, если в газете выйдет его статья, то тираж раскупится до последнего экземпляра. И, конечно же, он создает очень хорошие очерковые статьи о наших людях, причем ищет какие-то такие интересные персонажи, которые запоминаются людям, и вот именно его рассказы, они всегда трогают до глубины души. Юрий Коковин создает целые фотоистории в лесах Южной Якутии, а его заметки, прикрепленные к фотографиям, превращаются в фотокниги. Слова «праздный отдых» у меня нет. У меня все время какие-то мысли направлены в одну сторону, то есть заниматься каким-то своим делом, которое надо успеть. Годов-то прилично уже становится, и тороплюсь жить. Фотохудожник Юрий Коковин по праву заслужил призвание своим трудом, который преображает наш мир и вдохновляет людей. Сама занималась фотографией, и меня тоже привлекало съемки природы. На самом деле очень вдохновлялась его работой. Мне безумно нравилось то, как он снимает, сколько времени он тратит на это, потому что мне казалось, это что-то невообразимое, сидеть столько времени просто ради одной фотографии, там, лисички или еще что-то. Я засматриваюсь на его кадры. Премия «Человек труда» нашла своего лауреата как нельзя кстати. Небольшую часть перевел на СВО, небольшую это с нее, а остальные деньги мне понадобились для этого. У меня было заболевание, я эти деньги, платную операцию сделал. То есть она пришла, эта премия труда, вовремя. Юрий Коковин внес и продолжает вносить неоценимый вклад в развитие культуры Нерюнгринского района и республики. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Русский театр готовит очередную премьеру. Уже в конце этой недели зрителей ждет новый спектакль «Боинг, Боинг», поставленный по произведению Марка Камалетти. Режиссером-постановщиком выступил Борис Ярош. Режиссер знакомый якутскому зрителю по спектаклю «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». На репетиции спектакля побывал мой коллега Александр Хавренко. Пьеса «Боинг, Боинг» была написана в 60-х годах прошлого века и за это время ставилась не одну сотню раз. Она даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая исполняемая французская пьеса во всем мире. И вот, наконец-то, «Боинг, Боинг» на сцене Русского театра. Постановкой занялся режиссер Борис Ярош. Это в тандеме Борис Ярош и Дубровин Александр Леонидович, художник-постановщик. Этот спектакль тоже мы в этом же тандеме ставим. Я думаю, что этот спектакль, как и предыдущий, тоже будет интересен нашей публике, что наши актеры и актрисы постараются этот материал достойно показать, и зрители, соответственно, должны оценить их работу. «Боинг, Боинг» – легкая комедия положений, в которой главную роль исполнит Евгений Кузьмин. Публике он больше известен в амплуа героев-любовников в драматических произведениях и впервые выходит на сцену в комедийной постановке.
амплуа не мое. Хотя, в принципе, тоже тот же самый герой-любовник, только в комедийном ключе. Но ответственность, конечно, большая, колоссальная, большая роль очень. Если как актер рассуждать, то, скорее всего, кто на что заточен больше. Мне в драме, конечно, попроще, потому что в основном весь массив моих ролей, он драматический. А в комедии, поэтому для меня в комедии намного труднее. Потому что, опять же, повторюсь, большая ответственность перед залом и перед коллегами. Одну из 3 главных женских ролей исполняет Екатерина Нарышкина. Для нее участие в комедии не в новинку, но и в этой постановке есть над чем поработать. Арта, стюардесса-немка, она, в отличие от меня, очень строгая, очень такая правильная, очень такая, у нее все по полочкам. Поэтому она крайне переживает из-за всей этой ситуации. Для меня такая собранность, строгость и четкость немножко это как на сопротивление роль. Все нравится легко, весело, занимательно. Мне кажется, зрителям очень понравится. Премьерные показы спектакля пройдут в период длинных майских каникул. И после премьеры постановка наверняка займет достойное место в репертуаре Русского театра. И будет радовать и заряжать позитивной энергией зрителей не один год. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. К этому часу это вся информация. До встречи в эфире.